Гилани Эпсиров в сельском хозяйстве почти 40 лет. В 2008 году он основал потребительский перерабатывающий сельхозкооператив «Эпсир». В него вошли 12 фермерских хозяйств, а в его личном ведении 60 голов крупнорогатого и 900 мелкого рогатого скота. Основное овощной культуре бахчевой являлся. Господельшу яш, субсидияшну дяш, так инцеспросию латтен. В прошлом году на выставке «Золотая осень» сельхозпредприятие «Эпсир» признали лучшим в России. Один лишь перерабатывающий цех позволяет выпускать до 500 тонн комбикорма в год. Хватает для своего хозяйства и на продажу, рассказывает Гилани. Но на этом останавливаться здесь не собираются. Кооператив будет расширяться. Мелла фермерство как потребительский, как член, да, я цель производитель, когда переработка, я что расширить того, что сега, что гагир ин колбасный цех, склад, пекарный, кормоцех, и больше. О состоянии и мерах по улучшению работы как раз-таки фермерских хозяйств малого предпринимательства говорили в Министерстве сельского хозяйства. В зале собрались представители профильных ведомств и фермеры со всей республики. Здесь отметили, что государство продолжит выделять аграриям помощь в виде субсидирования. Посев элитных сортов любой культуры сопровождается безвозмездным выделением удобрения и средств защиты. Также Минсельхоз гарантирует возмещение затрат на покупку семян и удобрения на 50%. Если же заниматься овощными культурами, то мы безвозмездно выделяем семена овощных культур, также их субсидируем по линии минерального удобрения и по линии средств защиты. Вот такая помощь – это единственный субъект в Российской Федерации, который оказывает безвозмездно сегодня субсидирование по линии АПК Республики. Выделение субсидий должно быть оправдано, отметили здесь. Нецелевое и неэффективное использование земли будет рассматриваться в судебном порядке. Мы подводим итоги, как вы видели, проделанной работы, останавливаемся на недостатках и ставим задачи. Тем более сейчас время очень такое серьезное. С санкциями по импортозамещению у нас создалось, во всяком случае, не лучшее положение. Встреча прошла в формате диалога. Представители компетентных органов ответили на интересующие фермеров вопросы. Что касается плохого урожая, то это напрямую связано с исследованием почвы, чем аграрии зачастую пренебрегают. В этом вопросе специалисты также пошли предпринимателям навстречу. Химический анализ 1 гектара земли пообещали сделать за 100 рублей, тогда как в соседней Кабардино-Балкарии эта услуга стоит 1300. По завершению совещания отличившихся фермеров наградили почетными грамотами за вклад в развитие сельского хозяйства. Алгазур Керимов, Мурад Аль-Букаев, Самир Хаджиев, Джамал Хаджалиев. Новости.